страшная трагедия в Сирии и в Турции, но Абхазия не осталась в стороне. Да, совершенно верно. Мы работали активно по Турции. В Турции, напомню, огромная абхазская диаспора, это сотни тысяч человек. Наш представитель в Турции выезжал на места компактного проживания наших соотечественников, и мы оказывали им посильную гуманитарную помощь. В Сирии тоже активно работает наш посол. По поручению главы государства мы сейчас прорабатываем приобретение специальных модульных домиков, десятков этих домиков для того, чтобы пострадавшие семьи могли там проживать хотя бы временно. И планируем с Турцией активизировать наши контакты, планируем туда поездки. Я уверен в том, что наши отношения будут развиваться. С Турцией у нас дипломатических отношений пока нету. С Сирией мы развиваем успешно эти дипломатические отношения. Совсем недавно президент Абхазии говорил по телефону с президентом Сирии господином Асадом, выразил ему сочувствие. Ваш покорный слуга присутствовал на этом телефонном разговоре. Господин Асад отметил, что огромное количество детей получили психологические травмы в результате этой трагедии, и наш президент пригласил детишек посетить Абхазию для того, чтобы отвлечься, для того, чтобы их поддержать. И президент Сирии отметил, что воспользуется обязательно такой возможностью. Поэтому у нас хорошие дружеские связи и межгосударственные связи на очень высоком уровне. Очень активно американцы и разные другие граждане пытаются подтолкнуть страны, окружающие Россию, к открытию второго фронта. Грузию прям вовсю в это тянут. Какова вероятность, что, учитывая геополитику и проведение специальной военной операции на территории Украины, что заставит Грузию развязать опять войну против Абхазии? Вы знаете, мы оперативно осуществляем мониторинг этой ситуации. Действительно, прежде всего, американцы, соответствующие американские структуры, расквартированные в Тбилиси. Это и, естественно, американское посольство, это и организация USAID, которая занимается разрушительной деятельностью на постсоветском пространстве. Они, безусловно, ежедневно занимаются лоббированием указанной вами тематики. Благоразумия хватает грузинскому руководству этого не делать, однако мы понимаем, что это зависит от внутриполитической ситуации в Грузии, потому что в Грузии может что-то измениться, и если, не приведи Господь, к власти придут радикалы, конечно, возможны разные варианты развития событий. Мы надеемся на спокойное, взаимоуважительное развитие, на нормальный диалог в будущем, на признание нашего суверенитета. И исходим из того, что так оно и будет. И как раз то, с чего мы начинали, женевские дискуссии, как раз призваны для того, чтобы ситуацию стабилизировать и обеспечить безопасность в нашем регионе. Главное наше опорное посольство находится в Сирийской Арабской Республике. Мы совместно с сирийскими братьями как раз разрабатываем стратегию активизации нашей работы на Ближнем Востоке. Мы работаем и с Ливаном, мы работаем и с представителями Афганистана, мы работаем и с представителями ряда других государств, называть которых я не очень хотел бы, в связи с тем, что наши оппоненты эту информацию обязательно используют. Ведь, к огромному сожалению, представители Грузии пытаются блокировать наши международные контакты. У них это не очень получается, но тем не менее они пытаются это делать. Но мы нашу решимость подтверждаем на расширение контактов. И сегодня один из приоритетов — это, безусловно, как вы справедливо отметили, при поддержке главы государства — это Ближний Восток. Будем активно над этим работать совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации. Мы видим нашу республику сильным, суверенным государством, процветающей Абхазией, куда приезжает огромное количество людей. Самое главное, мы настроены на развитие мирных связей. Мы настроены на экономическую кооперацию, на выстраивание интеграционных объединений с целью усиления нашего суверенитета, с целью развития экономики, привлечения инвестиций. И наш народ такой курс президента поддерживает. И самое главное, что мы постепенно, шаг за шагом, такую стратегию реализуем.
уверен в том, что Республика Абхазия в течение, может быть, 10, 15, 20 лет сможет создать серьезные условия для того, чтобы стать туристическим, экономическим кластером регионального значения. На постсоветском пространстве, я думаю, что мы будем одним из лидеров в сфере туризма. Сейчас мы являемся одним из лидеров в сфере туризма. Самая главная задача для нас – это повышение качества услуг туристических и выход на новую траекторию развития. Действительно, мы участвуем, имеем представительство в международных женевских дискуссиях. Это пока что единственный международный формат, где Республика Абхазия имеет представительство. В этом формате мы выступаем единой командой с Российской Федерацией, с Республикой Южная Осетия, координируем наши действия. К огромному сожалению, на данный момент в связи с международной геополитической ситуацией у нас, конечно, происходит стагнация на площадке женевских дискуссий, но тем не менее мы надеемся на то, что у нас получится добиться главного результата на площадке этих дискуссий. Российская Федерация наш союзник, основной стратегический партнер. У нас всеобъемлющее сотрудничество, как мы говорим, оно пронизывает все сферы нашей жизни, это и оборона, и безопасность, и экономика. Российская Федерация реализует инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Абхазии. И вы видите, как в Абхазии достаточно активно развивается туризм. Активно туризм развивается не только в традиционных туристических наших кластерах, скажем, это Гагарский район, там у нас активно работает администрация, есть большие успехи с точки зрения доходной части бюджета, которая уже около миллиарда рублей, что для нашей республики существенная цифра. Но и развивается постепенно восточная Абхазия, это Чемчирский район, это очень перспективная составляющая, которая может дать очень серьезный результат в будущем. Особенно в контексте запуска международного аэропорта в Республике Абхазия. Это очень важная тема, и глава нашего государства держит на личном контроле за нашего аэропорта. Мы с вами много раз это обсуждали, насколько это важно запустить аэропорт, чтобы наша туристическая отрасль, наша республика вышла на новый уровень развития. Я думаю, что Республика Абхазия о себе серьезно заявит на международной арене именно в контексте запуска аэропорта и активизации наших экономических и человеческих контактов. Народ Абхазии какую интеграцию видит? Народ Абхазии видит интеграцию, безусловно, участие в интеграционных объединениях на постсоветском пространстве. У нас это записано в нашем соглашении большом с Российской Федерацией 2014 года. Мы развиваем отношения с Российской, мы активизировали отношения с Республикой Беларусь. И, безусловно, Республика Абхазия в интеграционных объединениях, мы уверены, будет постепенно принимать участие. Это экономическая кооперация, это безопасность. Вот экономика и безопасность – это, пожалуй, ключевые сферы, которые я бы выделил. Это ключевые направления, где нам нужно укрепляться, укреплять наш суверенитет при поддержке наших союзников.